Воспитанием подрастающего поколения должны заниматься и родители, и педагоги, уделяя большое внимание богатой культуре и традициям осетинского народа. Необходимо использовать все силы и средства, способствующие воспитанию разносторонне развитого человека. С этих слов начал свое выступление начальник отдела по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел города Цхинвал полковник Лали Гатаева на общешкольном собрании. Оно прошло с участием представителей Министерства образования и внутренних дел. Были затронуты самые острые проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются школьники. Слабости и опасности, они есть везде. В любой момент в интернете вот какие-то непонятные таблетки, и алкоголь употребляют, и иногда и, к сожалению, какие-то вот курительные смеси. Хотелось бы всех оградить от этого, но, понимаете, не уследить, понятное дело. Вот, в принципе, цель нашего прихода, вот наших бесед. Современный мир и понятия сильно влияют на школьников, подталкивая их на необдуманные поступки. Часто в подростковом возрасте школьники испытывают трудности в общении со сверстниками, порой им нелегко усваивается и учебный материал. Трудные подростки пытаются выразить свое недовольство и неуспеваемость с помощью хулиганских выходок, грубости, агрессии в адрес одноклассников и сверстников. Все знают, что особенно мальчишки играют в компьютерные игры, да, вот в интернете что-то, кто-то чем-то увлекается. Один-два, если тебе скажут, что они играют в футбол. Остальные играют что-то наподобие Counter-Strike. Там, где выбирается оружие, убивают, догоняют, стреляют, любыми видами льется кровь. Вот это на психику подрастающего поколения. Конечно, влияет. Полковник Лали Гатаева считает, есть родители, которые недостаточно контролируют своих детей. Школьники во время учебного процесса под наблюдением педагогов. В каждой школе прикреплен инспектор. По словам Гатаевой, они следят за поведением и дисциплиной школьников. Однако это не значит, что родители должны снять с себя всю ответственность. Важно в этом возрасте контролировать каждый шаг своего ребенка. И хотелось бы просто более так в вечернее время все-таки побольше контроля, потому что опасности они везде подстерегают. Если честно, и каждый, наверное, из вас об этом знает. Вот город маленький, все видят, слышат и знают. Дорогие родители, вы не подумайте, что мы сегодня пришли кого-то чему-то учить. Мы просто хотели поговорить и довести до вашего сведения лишний раз, что более внимательно, более ответственно, потому что мы как-то сами тоже то на работе, то еще где-то, Корректировать поведение трудного подростка и помогать преодолеть трудности родители и педагоги должны сообща. Только так можно добиться результата и воспитать здоровую молодежь. Агунда Губозова, Александр Кокоев. Информационный выпуск сегодня.